Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Кыргызстан славится своей горнолыжной базой в городе Каракол в зимний период года, а также несколькими другими местами, где гости могут полностью насладиться снегом и зимними видами спорта, в том числе катанием на лыжах, сноубордингом и катанием на санях. Напомним, президент страны Садыр Джапаров в начале января сам рекламировал лыжную базу Каракола, приглашая зарубежных туристов, и сам прокатился на лыжах. Sevgili arkadaşlar, bugün 1 Ocak 2022 Karakol kayak üstündeyiz. Bu dünyanın en iyi 10 üstünden biri. Отметим ролик с участием президента Кыргызстана Садыра Джапарова, который несколько раз был показан на турецком телеканале Тек Румили, подготовленный программой «Мост дружбы», пользуется повышенным интересом. И до сегодняшнего дня нам пишут положительные отзывы турецкие телезрители. Не только благодаря своей богатой истории Кыргызстан привлекает тысячи туристов со всего света, но и богатством природы, гор и предгорий, мягким климатом. Туристическая индустрия Кыргызстана ориентирована на разнообразные виды отдыха на лоне природы. Горы Кыргызстана с перепадом высот от 800 метров – одни из самых красивых мест в Средней Азии, настоящий рай для любителей природы и горнолыжников. В советские годы Кыргызстан являлся меккой горнолыжных туристов. К примеру, команда Советского Союза по горнолыжному спорту проводила все свои тренировки в Паларчинском урочище и на месте нынешнего расположения горнолыжной базы Норус, самой известной и наиболее популярной горнолыжной базы страны. Здесь имеются все виды трасс, как для крутых профессионалов, так и для начинающих.
Построено и успешно развивается большое количество горнолыжных курортов. Сезон катания в Кыргызстане начинается с декабря и длится до начала апреля. А самое лучшее время для горнолыжного спорта – февраль и март. Однако кататься в Кыргызстане можно и летом, например, на ледниках или высоко в горах.
Как ваши дела? Дела-то хорошо. Свадьбу гулять надо. Мам, я хочу тебе кое-что сказать. Я хочу жениться на Маришке. Прям скоро? Да. Если я не женюсь на ней, она выйдет замуж за другого. Будет тебе свадьба, сыночек. Спасибо. Спасибо, мам. А денег-то нет. Вы не переживайте, все будет хорошо. Величие страны не измеряется его численностью, а дружбой народов. Kimin ağrıyır canı, bol şahisin mercanı.
bol şahinsin mercanı. Her bir derdin dermanı şay şay şay. Her bir derdin dermanı şay şay şay. Armudu istekanda çay. Yüreğimiz yananda çay. Adlısan dadlısan şay şay şay. Etini sen dadlısan şay şay şay. Herkese gelse konak, lazım değil soruşma. Versin yemekten kabak şay şay şay. Versin yemekten kabak şay şay şay. Kışın kalır şağında, yayda gün kabağında. Gezirler sorağında şay şay şay. Gezirler sorağında şay şay şay. Armudu istekanda çay. Yüreğimiz yananda çay. Adlısan dadlısan şay şay şay. Etirli sen dadlısan şay şay şay. A günümü adını gezirirleri, kimi yoktur haberi. Bol şahisinin məhməri şay şay şay. Bol şahisinin məhməri şay şay şay. Armudu istekanda çay. Yüreğimiz yananda çay. Adlısan dadlısan şay şay şay. Etirli sen dadlısan şay şay şay. Məhməri şay şay şay. Yüreği şay şay şay. Чай, чай, чай. Когда Британия перекрыла поставки чая в Россию, субконтинента в 1917 году русские были вынуждены начать выращивать свой собственный чай на грузинском побережье. Тогда, в 30-е годы, Зехни Дерин предложил создать узкую полосу на побережье с турецкой стороны границы. Производство чая в Турции главным образом началось в первые годы существования республики в восточной части Черноморского побережья. Многие из чайных плантаций сосредоточены вокруг города Риза и от грузино-турецкой границы до Трабзона, Аракли, Карадере. Чайные плантации местами уходят от побережья на 30 километров вглубь материка и поднимаются в горы на высоту около 1000 метров. В 1947 году была построена первая чайная фабрика в Ризе, а в 1965 производство чая уже практически полностью обеспечивало потребности внутреннего рынка. До тех пор, пока в 1971 году эти полномочия не были переданы чайной корпорации. И только в 1984 году монополия на производство чая была для большинства чужестранцев, которые едут на восток вдоль побережья Черного моря, дорога оканчивается в Трабзоне с его замечательными мечетями и реставрированным монастырем Сумела. Для тех отважных, кто решается продолжить свое путешествие до Грузии, Трабзон – самое подходящее место, где можно сделать последний привал в одном из лучших отелей, расположенных здесь. Турки шли своим путем и открыли свой способ приготовления черного чая, который стал образом жизни и частью культуры страны. Где бы вы ни были в Турции, вам везде и всегда, до или после еды, предложат чай в знак дружбы. Съемочная группа «Мост дружбы» побывала недалеко от города Трабзон, на чайной фабрике «Ики Чай 2 чая». После короткого экскурса генеральный директор этой фабрики Кемал Кахраман отметил: ...1986 yılından beri çay işiyle uğraşıyorum Trabzon'da. Sadece de çay işini yapıyoruz. Biz bulunduğumuz bu bölgeye geçen yıl fabrikayı taşıdık. Daha önceki yılda
Buradan 30 kilometre ileride Yomra ilçesi var. Yine Trabzon'un. Мы с 1986 года занимаемся производством чая. Наш регион производит 30% чая Турции, и качество очень высокое, чем в Ризе. Вкус ближе к индийскому чаю. Наши чайные плантации молодые, 6-7 лет тому назад создавали, поэтому урожай получается высокого качества. Каждый день обрабатываем около 100 тонн зеленого чая. От этого получаем в чистом виде 17 тонн готовой продукции. Процесс производства чая занимает обычно около 6 месяцев и длится с мая по октябрь. Благодаря подходящим климатическим условиям удается выращивать и производить замечательный чай без использования каких-либо химических удобрений или добавок. В год 3 раза собираем урожай. В мае, июле и в сентябре. Иногда 4-й раз тоже собираем чайные листы. Знаете, у людей есть свои чайные плантации, но нет фабрик. Они урожай сдают или государству, или фабрикантам. В общей сложности сегодня в Турции изготавливается в год 230-250 тысяч тонн чая. Получается, каждый человек в год использует около 3 килограммов продукции. В год нашу фабрику посещает более 50 тысяч туристов. Завяливание – это процесс, при котором содержание воды с 70-80% уменьшается до 50-55%. Происходит в специальных камерах, в которых регулируется уровень температуры и влажности. Скручивание листа – это операция, при которой экстракт сухого чайного листа распределяется по поверхности проката листьев. Скручивание осуществляется в специальных машинах, роллерах, которые сжимают лист и, не раздавливая его внешне, разрушают структуру листа на клеточном уровне. Таким путем высвобождается аромат листа и дается старт процессу окисления его воздухом. Таким образом, с момента скручивания начинается процесс ферментации. Важной задачей скручивания также является придание ему необходимого внешнего вида, для чего завяленный чайный лист свертывается винтообразно в трубочку. Ферментация является кульминацией биохимических процессов, происходящих при завяливании и скручивании, и наиболее важным процессом при производстве черного чая. За время ферментации скрученный лист в результате окислительных процессов приобретает другой цвет, и изменяются вещества, придающие горечь чайному листу. Сушка. Цель сушки – прекращение процесса ферментации под действием высокой температуры, удаление из листа излишней влаги до 3-4% и окончательное формирование качества готового чая. Тепловая сушка ферментированного чайного листа позволяет получить черный чай с характерным внешним видом, вкусом, цветом и ароматом. Сортировка. Это процесс, при котором сухой чай после сушки в печи подвергается сортировке на ситах разных номеров по толщине и качеству. Турция входит в первую 5 по производству чая в мире. А сами турки шутят, что страна может быть и 5-я по производству, но по потреблению точно 1-я. Biz teşekkür ederiz. Ata diyarına selamlar, saygılar. Herkese mutlu, huzurlu yaşantılar diliyoruz memleketlerinde. Чаепитие, душевная беседа за чашкой чая, имеет давние традиции. Уже в летописях встречаются первые упоминания о традициях чайных посиделок. Чай мы пьем из небольших прозрачных стаканчиков, похожих по форме на любимый всей страной цветок тюльпан. Говорят, что такая зауженная кверху форма позволяет дольше сохранять напиток горячим. Стакан здесь сменяется за стаканом, чайник кипит круглые сутки, и ни один разговор не обойдется без чая. Таким образом, за день обычный турок может выпить около 30 стаканов горячего напитка, и это далеко не предел. Вы можете быть уверены, что чай вам предложат везде, куда бы вы ни пришли. Вопрос. Это маленький замок, который возвышается на более низком холме на западе города. История этого замка восходит ко времени правления императора Юстиниана, известного также благодаря собору Айя София в Стамбуле, хотя, как большинство замков, его время от времени обновляли, особенно во время правления в Трабзоне византийского императора Алексия II 1297-1330 годы.
Когда речь идет о малых народах Турции, что северо-восточная Турция является домом для нескольких этнических меньшинств, среди которых и лазы. О лазах, которые, скорее всего, пришли сюда с Кавказа и основали здесь свое собственное королевство в III веке нашей эры, известно немногое. У лазов есть свой собственный язык, который ближе к грузинскому, чем к турецкому. Лазы известны своей любовью к разведению ловчих птиц, к игре на трехструнной скрипке, называемой кеменче, а также за их энтузиазм в строении бетонных жилых блоков. Прежде мужчины-лазы были известны своей свирепостью, благодаря которой их часто нанимали в качестве телохранителей. Сегодня приезжие в первую очередь, скорее всего, обратят внимание на восхитительные красно-коричневые шали в черную и белую полоску, которые носят лазские женщины. saçların senden haber eyledim. Geç bizim kapılardan gözlerini göreyim.